Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Старинные турецкие гаремные гадания для вас. Дорогие зрители, гости канала, тема сегодняшнего гадания звучит так. Будут ли серьезные отношения у вас в вашей жизни до конца года? Если тема вам интересна, пожалуйста, посмотрите на песочек. Подумайте о своей жизни, планах, мечтах, надеждах и о том, что вы себе желаете на личную жизнь. Мысленно, либо вслух задайте такой вопрос. Будут ли у меня серьезные отношения до конца года? Надеюсь, вы настроились. Я убираю Назар. Прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы, послать для вас только самую важную, самую полезную и самую нужную информацию. Давайте же посмотрим, будут ли у вас серьезные отношения до конца года. Так, ну вы у меня вышли прям посрединочке. Вот она вы. Видите, какая вы красивая. И вы между двух мужчин, между двух огней. Здесь два и здесь два. Я скажу вам так, отношения у вас будут. Но почему-то я не вижу, что вы в паре. Возможно, отношения будут на расстоянии. Возможно, между вами будет расстояние. Так, ну давайте по порядку, потому что мужчины вышло два. Посмотрим, кто они и с кем у вас действительно будут серьезные отношения. Я вижу, что у вас жизнь меняется. Вижу, что вы сейчас в состоянии, но вы давно уже ждали перемен, вы давно уже на них надеялись, вы давно уже о них мечтали, давно хотели и давно над собой работали. Знаете, вот кто-то прям в печальке, в тоске проживал и устали вы от этого, реально устали, хочется и любви, и счастья, и хороших отношений, добрых, светлых, и именно серьезных. Хочется мужчину для брака, для того, чтобы и любил, и обожал, и, ну, и содержал, что тут греха таить, да, чтобы помогал по жизни, помогал, может быть, там не деньгами, может советами, может своим, там, не знаю, мужским плечом, да, спиной мужской. Вот этого хочется. Устала быть одна, устала быть сильной, устала все тащить на себе. Нужен друг сердечный, да, с кем я не только могу там подружить, пообщаться, но и с кем я могу почувствовать и нежность, и любовь, и ласку. Вот чего хочется. Это состояние у вас длится последние, даже не знаю, может быть, даже несколько лет. То есть какой-то затяжной у вас такой период в жизни. У вас перемены пройдут вот буквально там на днях начнутся перемены. Во-первых, вы, не знаю, тут сон какой-то вам что ли приснится, да, что-то с вами произойдет. Либо у вас с кем-то разговор будет накануне, либо вам сон приснится, а может быть то и другое. И прям вы увидите человека, которого вы будете любить. Но, скорее всего, вы его увидите то ли со спины, то ли не запомните его лица, но вы запомните ощущение. Ощущения запомните, да, чувства вы запомните. И, в общем, проснетесь вы, да, на утро и решите, что все, хватит хандрить, пора просыпаться. Обещанный мужчина вам уже был показан, и вы начнете действовать активно. Вы себя приведете в порядок, вы поменяете где-то вот образ жизни своей, то есть у вас тут дороги меняются, как будто бы вот замена одну на другую происходит, и начнете активничать в общении, не только, ну там, не знаю, со своими близкими, но и с мужчинами. Возможно, даже какие-то вот прям, ну, я не буду говорить, что там зарегистрируетесь где-то, нет, но будете более открыто общаться, да, фривольно, может быть, даже общаться. То есть позволите себе то, чего раньше не позволяли. Вот сразу у вас первый мужчина и выскакивает. Первый мужчина уже вами знаком, да, с вами знаком. Вы его, возможно, видели, возможно, это в вашем окружении человек, возможно, вы уже с ним как-то, ну, контактировали, да, может быть, даже это какой-то ваш давнишний бывший. Вот он, этот человек, смотрите, вот такой веселун, клоун, озорник, он, скорее всего, не свободный, либо человек под обязательствами. То есть кто-то за ним там послеживает, да, кто-то его удерживает. Возможно, он женат, возможно, у него там, ну, семья достаточно жесткая. В любом случае, да, этот человек, он возникает в вашей жизни. У вас с ним такое пойдет, тут и страсть, и любовь, и буря эмоций. В общем, будете любить друг друга, наслаждаться друг другом, но до поры до времени. Потому что человек все-таки, он, ну, как будто бы заряжает вас энергией, да, но не дает вам всего того, о чем вы мечтаете, чего хотите в плане вот именно дружбы, в плане доверия, ласки, то есть как бы такой момент, да.
С этим человеком у вас, но отношения, они будут быстрыми, да, вот максимум месяца 3. А вообще у кого-то и месяц будет. Месяц, вот от 1 месяца до 3. Вот такие отношения. Тут периодические встречи, страсть, разошлись, да. Общение возможно, но общение у вас будет вот странное, да. Общение будет вот именно дружеское. Вы будете дружить с ним, да. Вот как друзья будете общаться, обсуждать, разговаривать. Ну, конечно же, страсть между вами. Вот впервые вы попадете в такую ситуацию, когда вам всегда казалось, да, что не бывает там интима, не бывает близости без настоящих, искренних, там, ярких чувств. А тут на тебе, да, вот такая ситуация, что у вас чувство с человеком, вот именно в интимная близость, прям вы говорите, но на самом деле вы друзья. Вот, откройте в себе, да, для себя новый мир удовольствий и отношений. То есть такого не было. Легкие отношения у вас вот эти вот закончатся, да, отношения light, и новые отношения начнутся буквально там на, я не знаю, на следующий, может быть, даже месяц, да, вот так вот идет. С человеком вы познакомитесь вместе на каком-то необычном для вас. Вот вам выпадает какая-то дорога, поездка, но она как бы, не знаю, то ли в 2 этапа у вас происходит, то ли она какая-то отложенная, то ли она заранее запланирована, но несколько раз она отложена. Вы потом поймете, в чем была хитрость судьбы. Вас именно подводили именно к тому времени, чтобы встретиться с этим вот вашим новым серьезным человеком. Да, вас именно подводили. Вот я вижу, 1 раз вы собирались, не случилось, 2-й раз вы собираетесь, во 2-й раз вы поедете. Когда вы поедете, там вы познакомитесь, познакомит вас кто-то, через кого-то, либо кто-то. То есть там будут обстоятельства на ваше знакомство. Мужчина там серьезный, мужчина там деловой, мужчина там по возрасту постарше будет, чем вы. Человек этот будет за вами. Ну, я не буду говорить, что прям ухаживать будет, но интерес будет проявлять. А вам он очень понравится, прям очень-очень, очень сильно захочется этого человека сделать все, чтобы он был ваш. Вы, пожалуйста, понимаете, что нужно быть все-таки сама с собой, да, и не нужно там на себя пух всякий накидывать, да, будьте естественной, естественной. Вот как раз-таки этому мужчине понравится ваша естественность, ваши настоящие глаза, ваши настоящие проявления и вот какая-то непосредственность, которая у вас есть, детскость, я бы даже так сказала, да. У вас будут какие-то долгие заходы, долгие диалоги, разговоры. И даже будет казаться, что он просто вот видит в вас друга. На самом деле мужчина такой аккуратный, он будет присматриваться. Присматриваться он будет достаточно долго. И пока вы будете там, где вы находитесь, где произойдет ваша встреча, ваши отношения, они будут такие больше дружеского характера и носить вот именно такое вот прям, ну, узнавание друг друга, общение, подружеские общения. Вы, главное, не переживайте, не нервничайте. Знаете, что это нужно и важно для вашего мужчины, потому что он будет слушать каждое ваше слово, он будет оценивать все ваши, я не знаю, там выражения, посылы, намеки. Все это он будет у себя внутри прорабатывать, потому что он уже птица пуганая. Вы о нем потом узнаете, да, что вот у него прошлое было тяжелое, и что он достаточно непростой человек, да, и он как бы... Знаете как, да, вы о нем чего-то знать не будете. Вот что идет, да. Возможно, он статусный, возможно, он какой-то, ну, очень респектабельный, да. И обычно он привык к тому, что женщины за него конкурируют, за ним там бегают, охотятся, и 5-е, 10-е, да. А вы, поскольку вы не знаете, кто он такой, да, отнесетесь к нему по-настоящему. То есть ваши чувства будут настоящими и искренними. Вот такая пойдет ситуация. И он, конечно же, будет к вам присматриваться, прицениваться, извините за такое слово, но тем не менее, да. То есть... Да, будет понимать, случайно ли эта встреча, действительно ли он вам понравился, либо вы о нем что-то знаете, да. Может, вы меркантильно там играете девочку, на самом деле так и думаете, как бы выскочить за него замуж, да, и там на его денежках жить. То есть какой-то такой момент произойдет. Вы так и не поймете, да, почему он так себя ведет. Вам будет казаться, что, ну, он очень обходительный, галантный мужчина, но я его как женщина, например, не интересую. Но я вас уверяю, все изменится. Как только вы расстанетесь, как только между вами начнется очень страстный, бурный роман, но в интернете. Вы будете много общаться в интернете.
ну, есть препятствия какие-то с его стороны, с вашей стороны на вашей встрече. Да, у вас больше идет общение в интернете. Когда вы вернетесь, вот этот вот ваш категории light мужчина, он тоже попытается к вам там, ну, вернуться, да, скажет, ну что, давай, у нас же было все хорошо, почему мы должны друг друга терять. И вы получитесь в положении женщины, вот, у которой два мужчины. Вы одного держите и второго будете держать. А если честно, ну тут 50 на 50, кто-то будет в отношениях, кто-то нет. Но опять же таки, они ни к чему не обязывающие, они несерьезные, да. А здесь с этим мужчиной вы будете очень плотно общаться, вы будете разговаривать, договариваться, назначать встречи, мечтать об этих встречах. У вас отношения, да, они начнутся, но начнутся в интернете. То есть серьезные отношения в интернете. Воочию с этим человеком, скорее всего, это уже будет следующий год, да, начало следующего года. Может быть, Новый год вы будете с ним вместе встречать, может, вот прям Новый год он будет решающий. Скорее всего, даже вот мне идет, что на Новый год этот человек может сделать вам кольцо, подарить, да, помолвку, да, прям так скажет: выходи за меня замуж. Вот, долго вы еще будете. Я почему-то вот прям вижу, что вы как-то долго идете вот именно к браку, к серьезным, стабильным отношениям, к тому, чтобы вместе жить. Очень много будет разговоров, где жить, с кем жить, у кого жить, как это все делать. То есть какой-то такой момент будет происходить. Я уж не знаю, с чем это связано, может, он действительно живет там в другой стране, в другой местности, и вам, чтобы к нему переехать, нужно будет всю свою жизнь, скажем так, перечеркнуть, да. Вот, и он к вам не сможет приехать, потому что у него там дела, бизнес, ответственность. И вы тоже не можете приехать, потому что у вас там, может быть, детки в школу ходят, там родители пожилые. То есть такая дилемма будет. Вы будете, кстати, еще сомневаться, потому что страх все бросить, он будет присутствовать. Вы знаете, будь вы там совсем молодая девочка, там лет 18, да вы бы вообще там даже не задумывались. Но я вижу, что у вас обременения какие-то есть, и вы действительно будете думать, а может, вы, в принципе, такая недоверчивая по жизни. Вот. Но, тем не менее, мужчина, конечно же, будет... Ну, тут мягкая сила, он будет настаивать, он будет вас уговаривать, и он все-таки вас уговорит. Так, подведем итог. Будут ли у вас серьезные отношения в этом году? Да, будут, но они будут в интернете, через интернет, через мессенджеры. Что будет дальше? Дальше будет любовь, свадьба, дальше будет переезд. Переезд, который полностью будет менять вашу жизнь и вашу судьбу. Что делать вам? Быть, во-первых, естественной, во-вторых, наслаждаться этой жизнью, не отказываться от тех возможностей и шансов, которые посылает вам сама судьба, наслаждаться собой и наслаждаться, ну, скажем так, любовью. Да? Пусть она будет даже и запретная, пусть она даже будет и ни к чему не обязывающая, но тем не менее, девочки, вам уже нужно, да, пора почувствовать себя и свободной, и любимой, и показать всю свою страстность. Так, мои дорогие, на этом гадание мое закончено. Спасибо всем за внимание, всем пока-пока.